Талантливые режиссеры и новые яркие звезды, маленькие ролики и полнометражные фильмы, рядовые картины и настоящие шедевры. Год российского кино для Сибая был полон самыми разными событиями во всех сферах. Каждый день из недели в неделю проходили мероприятия, которые маленькими фрагментами вписывались в одну большую киноленту. И вот настал день премьерного показа. Чистый и уютный, озелененный и ухоженный наш горняцкий город продолжил славные традиции своих предшественников. Несмотря на кризис, благодаря умелым действиям и своевременным решениям удалось обеспечить рост промышленного производства. За прошедший год предприятиями и организациями Сибая отгружена продукция на 12 миллиардов 87 миллионов рублей. Из них 6 миллиардов 877 миллионов приходится на долю основного градообразующего предприятия – Сибайского филиала Учелинского горно-обогатительного комбината. Так, в 2016 году ими добыто и переработано около 1,5 миллиона тонн руды. Выпущено 19 905 тонн меди в медный концентрат и 4 893 тонны цинка в цинковый концентрат, что превышает уровень 2015 года в 4,3 раза. Одно из лидирующих мест по республике Сибай занимает по темпам строительства. За минувшие 12 месяцев в эксплуатацию введено почти 27 тысяч квадратных метров жилья. Среди них 2 социальных дома, квартиры в которых получали дети-сироты. Это 4 квартиры в доме по индустриальному шоссе 16/3 и 13 квартир на Куйбышева 11. Продолжилась работа по переселению граждан из аварийного жилья. Было приобретено 129 жилых помещений общей площадью более 6500 квадратных метров в домах на Куйбышева 5, 7, 13, 15, Островского 13, индустриальному шоссе 16/3, Закива-Лиди 49. В целом в рамках этой программы улучшить жилищные условия смогли 1710 человек. Успешно Сибаю удалось освоить средства, выделенные по республиканской адресной инвестиционной программе. Завершено строительство водопровода в поселке Южный общей протяженностью 11,4 километра на сумму 32 миллиона рублей. Водопроводы со станцией повышенного давления в поселке Золото протяженностью 2,3 километра на сумму 10,2 миллиона рублей. Выполнен капитальный ремонт канализационного коллектора на территории бывшего завода ЖБИ. Капитально отремонтирован и ряд учреждений образования. Так, около 14,5 миллионов рублей было направлено на ремонт детского садика «Аленушка», школ номер 1 и номер 6. После проведенных работ всем требованиям программы «Доступная среда» соответствует здание детской юношеской спортивной школы. Кроме того, произведен капитальный ремонт 11 многоквартирных домов. На 2017 год запланировано еще 14. Большое внимание в 2016 году было уделено ремонту дорог. На эти цели освоено свыше 50 миллионов рублей. Асфальтобетонное покрытие обновлено по улицам Белова, Островского, Лермонтова, Кутузова, Крупской, Индустриального, Зилаирского и Восточного шоссе. Произведено формирование основания центральной дороги в поселке Северный протяженностью более 2 километров. Ямочным ремонтом охвачены все участки городских улиц. Хорошую активность и деловую хватку в минувшем году проявили предприниматели. В Сибае были открыты новые производства – изготовление паркетного шпона, кирпича, гумуса, светодиодных светильников, стульев, бузы. Также введены в эксплуатацию новые торговые точки и расширилась сфера услуг. В июне в городе состоялся предпринимательский форум «Зауралье-2016. Малый бизнес от идеи до реализации». Помимо проведения пленарного заседания и заседания Общественного совета по улучшению инвестиционного климата при главе Республики Башкортостан, программа форума включила в себя проведение круглых столов и панельных дискуссий. По итогам был подписан ряд важных соглашений. Традиционно с большим размахом прошли осенние сельскохозяйственные ярмарки, на которых удалось реализовать свыше 500 тонн продукции на общую сумму около 30 миллионов рублей. Были и свои победы. Повара стационара Сибайской городской больницы стали победителями конкурса профессионального мастерства «Целебная кулина», который проходил в Уфе в рамках специализированной выставки «Форум гостеприимства и туриндустрии». Предпринимателем года в сфере услуг по версии республиканского конкурса «Предприниматель года» стал сибайский бизнесмен Максим Низамудинов. Открытием года регионального конкурса «Молодой предприниматель России» признана Гульназ Азатова, занимающаяся производством национального напитка «Буза». Отдельной картиной в киноленту городской летописи легла социальная жизнь Сибая. Позитивным моментом в 2016 году стало снижение смертности и положительный естественный прирост населения. Решена проблема с ремонтом томографа, который не действовал в течение последних 3 лет, а ведь это основной метод диагностики многих заболеваний. В городе открыто психотерапевтическое отделение на 30 коек и организован амбулаторный прием врача-психотерапевта.
Постепенно решается проблема обеспеченности врачами. В прошедшем году коллектив Центральной городской больницы пополнили 18 врачей, из них 8 молодых специалистов. В ближайшем будущем планируется развитие в городском округе гериатрической службы. Динамично продолжает совершенствоваться сфера образования. В Сибае функционирует 35 образовательных организаций, из них 16 дошкольных, 14 общеобразовательных, 4 учреждения дополнительного образования и 1 комплекс детский сад, начальная школа. Охват обучающихся дополнительным образованием в минувшем году составил 96%. В городе создан макрокластер технического творчества школьников, открыты новые кружки на бесплатной основе по самым разным направлениям. На хорошем уровне прошла и летняя оздоровительная кампания. Были организованы профильные лагеря, трудовые объединения, палаточные лагеря и центры дневного пребывания. Отдыхом и оздоровлением было охвачено максимальное количество детей. Из года в год увеличивается количество школьников, активно участвующих в республиканских, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах. Растет качество выступлений, завоевываются все новые награды. Постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство и педагоги. Кроме того, в Сибае создано военно-патриотическое движение «Юная армия». На базе школы номер 7 начали работу кадетские классы правоохранительной направленности. Культурная жизнь столицы Зауралья и в 2016 году оказалась бурной. В мае состоялся 13-й межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни «Ирандык Мындары», который преследует очень важную миссию – сохранение, возрождение и развитие башкирского фольклора. Его изюминкой стало участие венгерских этнографов. Образцовый ансамбль «Гульдар», Центр детского творчества, стал лауреатом первой степени Всероссийского фестиваля «Белый кит», прошедшего в Москве. Значимым достижением детской музыкальной школы стала победа в финале конкурса в рамках международного проекта «На крыльях таланта» в Санкт-Петербурге. Центр народной культуры и досуга присоединился к программе «Народный университет», и теперь там созданы танцевальный коллектив и клуб декоративно-прикладного искусства для людей старшего поколения. Активную деятельность ведут и другие учреждения культуры. Сибай не потерял лидирующие позиции и на спортивном поприще. На сегодняшний день в городе культивируются 35 видов спорта, из них 20 олимпийских. За год проведено более 150 спортивно-массовых мероприятий. В мае 2016 года на высоком уровне прошел 3-й республиканский спортивный фестиваль «Ирандык-Батыры». Его участниками стали более 60 спортсменов из разных уголков Башкортостана. Победу в фестивале одержали представители нашего города Байзит Исхаков и Зуфар Шугуров. В 2016 году проведена работа по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из федерального бюджета для центра тестирования был выделен спортивный инвентарь на сумму 500 тысяч рублей. На базе детско-юношеской спортивной школы и Ледового дворца «Ирандык» оборудованы 2 площадки для проведения спортивных мероприятий по подготовке населения к выполнению нормативов ГТО. В 2016 году детская хоккейная команда «Горняк» заняла почетное 3-е место в первенстве России «Зона Урал-Западная Сибирь». В октябре на чемпионате Европы по кикбоксингу в Словении Азамат Мусин стал 2-кратным чемпионом Европы. А уже в декабре спортсмены клуба «Шанкар», в котором занимается Азамат, одержали победу в чемпионате Республики Башкортостан. Еще один год вошел в историю, и каждому из нас есть что вспомнить и за что сказать спасибо. В 2016-м своей активностью порадовали общественные организации, динамично развиваются волонтерские и благотворительные движения. Множество мероприятий, проведенных неравнодушными и инициативными сибайцами, доказали – вместе мы можем многое. Прощай, год российского кино. Да здравствует год экологии.